Фильм «Австралия» представляет... Мне нужен секрет пороха, или ты будешь заперт в этом подвале. Пол, ты слышишь меня? Что же они не отвечают? Мы знаем, у вас есть передатчики. Алло, я слышу вас. Я знаю, где Пол. Ашка лжет. Дикие не убивали Кориона. Мальчишка отравил весь замок. Я разберусь с ним. Отпусти меня! Корион? Производство «Фильм Австралия» совместно с телевизией «Польская». «Чародей», 11-я серия. Авторы сценария Марк Шоревс и Джон Томпсон. В ролях Збых Трофимюк, Гося Петровская, Брайан Руни, Микела Нунан, Хитер Митчелл, Эндрю Макфарлан, Кшиштоф Кумар, Рафал Зверш и другие. Операторы Мартин Макград, Джефф Бертон. Художник Николас Маккеллум. Композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Корион? Я думал, тебя изгнали. Ашка сказала, дикие тебя убили. Я думала... Значит, я ошиблась. Добро пожаловать, регент. Я рада, что вы живы. Сомневаюсь. Какую еще ложь вы здесь нагородили? Ты показал книгу регентам? Нет. Ашка сожгла ее. Какую книгу? Записки древнего чародея. Тьму создали не дикие, а... Стойте! Вы обвинили меня во лжи в присутствии совета. Я вызываю вас. Что? Что это значит? Подожди, Пол. Ашка, этим законом никто не пользовался уже давно. Корион обвинил меня во лжи. Закон чародеев дает мне право вызвать его. Это глупо. Закон есть закон. Корион, вас вызвали. Надо ответить. Я принимаю вызов. Поединок состоится завтра утром. Где мои доспехи? Верните их. Да. А мне это. Риана, ты должна вернуться. Почему? Ты слишком много о нас знаешь. Если тебя схватят... Я не скажу. Я должна сообщить Полу, что друзья могут вернуть его домой. Прости. А ты не скучаешь по своей семье? Конечно, скучаю. Но меня изгнали. Я не могу вернуться. А Пол может. Пусть вернется. Отпусти меня. Ты не найдешь дорогу отсюда. Проведи меня. Пожалуйста. Ладно. Что это за поединок? На мечах? Нет, в доспехах. Чародей становится внутри такого круга. Кто из него выйдет, побежден. Тебе ничего не грозит? Надеюсь, нет. Помоги мне потренироваться. Хорошо. Что я должен делать? Кидай в меня мечи. Я буду уклоняться, отбивать или кидать их в тебя. Готов? Да. О, я не был готов. Готов? Готов. Корион, сколько у тебя было этих поединков? Вообще-то не было. Но один я видел. Это было давно. Алекс вызывает Пола или кого-нибудь из чародеев. Вы меня слышите? Ответь, Пол!
Ну вот, возвращается былая сноровка. Еще? А если ты проиграешь? Я не проиграю. Ну что будет? Я потеряю звание чародея. Кориан, откажись от поединка. Извинись перед Дашкой. Поздно извиняться. Да я и не хочу. Давай еще. Видишь? Она не сможет победить. Ну как? Прекрасно. Венза, мой последний ученик, тоже так делал. Он умер от лихорадки 11 лет назад. И больше я не брал учеников. В этих доспехах я просто не смогу проиграть. Давай завтракать. Ты выглядишь прекрасно. Людям моего мира это очень понравится. Ну-ка, улыбнись. Ну ладно, пойдем. Мне не терпится заснять поражение Ашки. Извини, Пол, но на поединок допускают только чародеев и их учеников. А я не сойду за твоего ученика? Ну ладно. Увидимся после твоей победы. И попробуем вернуть тебя домой. Удачи. Спасибо. Гриван. Никто из вас не хочет изменить решение? Кто первый выйдет из круга, побежден. Начинайте.
Ходить нельзя, идет поединок. Предательство! Испортили доспехи Кориона! Ходить нельзя. Помогите! 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 Дэн, иди сюда. На помощь, кто-нибудь! Помогите! Открой, Дэн. Я застрял, мне не выйти! Что бы там ни было, оно небольшое. Помогите! Помогите мне! Помогите! Выпустите меня! Как ты туда попал? Помогите! Теперь признавайся, что лгал ты. Я не лгал. Ашка! Ашка, я дам тебе порох! Оставь Кориона! Ты в порядке? Да. Но мы проиграли. Прости, Пол. Это не важно. Гривен испортил твои доспехи. Регенты, я требую права победителя. Корион, ты больше не чародей. Ты подлежишь изгнанию. Но Гривен... Молчать, мальчишка. Снимай доспехи. Мне жаль, Корион. Чародеям будет хуже без тебя. Ведите его на корабль. Ты открыл мне глаза на мир, Пол. Я надеюсь, ты сможешь вернуться домой. Возьми. Пока живы батарейки, ты сможешь слышать все, что говорят чародеи. Прощай, чародей. Прощай, ученик. Друзей у тебя больше не осталось, Пол. Ашка очень рассержена, так что лучше делай то, что она просит. А то отправишься в изгнание вместе с Корионом.
Что ты сделаешь с книгами Клориона? Иди. Привет, Пол. Как тебе нравятся мои новые покои? Больше подходят регенту, да? Ты пока не регент. Но буду им, когда узнаю секрет пороха. И предупреждаю, мое терпение на исходе. Приветствую тебя, регент. Хватит поясничать. А регентов ты посвятила в свои планы? Регенты идиоты. Из-за них народ утратил уважение ко всем чародеям. Но у тебя нет выбора. Скажи мне, как делать порох. Тебе нужен порох, чтобы свергнуть регентов. Ты хочешь править сама. Какая проницательность. А когда это случится, я смогу сделать твою жизнь приятной или неприятной. Ашка, он записывает на видеокамеру. Там все, что ты сказала. Чародей! Мне это не надо, унесите. Бери! Риана, Нет, Гриван, не надо! Скорей! Ашка вызовет охрану. Нет, пока у меня камера. Что ты так долго? Риана, Риана, нам надо вниз. Я знаю, что делаю. Наверху нас поймают. У меня там веревка. Так бы сразу и сказала. Нет! Бежим! Пол, что ты делаешь? Тебе не надо было приходить. Но я говорила с Катриной. С кем? С Катриной. стойте! Риана, вернись! Риана! Как это ты говорила с Катриной? По голосу. Она может помочь тебе вернуться. Сначала надо выбраться отсюда. Риана! Так вот откуда идет энергия. Этот центр снабжает весь замок. Смотри, здесь источник питания. Здесь нет другого выхода. Надо вернуться. Уходите отсюда! Быстро! Закрой дверь, никого не впускай. Я знаю, что ты здесь, Пол. Выходи, или девчонке конец. Что ты делаешь? Взорву кое-что. Где девчонка и где камера? Не глупи, это не причинит мне вреда. Гриван! Гриван! Сними с меня доспехи!
У меня идея. Туда нельзя. Скорей! Что ты делаешь? Помоги надеть. Прочь с дороги. А ты знаешь, что делать? Я видел, как летала Ашка. Вроде ничего особенного. Куда? Скоро они будут здесь. Время уходит. Я пытаюсь вспомнить, что делала Ашка. Скоро сможешь ее спросить, если не поторопишься. Тихо, надо подумать. Пол, Что? ты не включил доспехи. Точно. Сработало! Они на корабле. Летим! Не могу взлететь. Все пропало. Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, 5 канал». Перевод Елены Мартыновой. Режиссер озвучания Наталья Черкова. Звукорежиссер Светлана Анопренко. Инженеры звукозаписи Светлана Кузнецова, Наталья Буримова. Текст читали актеры Светлана Письмиченко, Елена Павловская, Александр Самойлов, Валерий Дьяченко. Редактор Елена Федотова.